Здравствуйте, в эфире новости телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Молодежный сквер ждут изменения. Каким он будет, обсудили активисты молодежных организаций и городская власть. Безопасности ради в Кызыле устанавливают пешеходное ограждение. Следующий этап – Сочи. Футболисты Тувинского кадетского корпуса интерната стали лучшими на чемпионате в Новосибирске. И о новостях подробнее. В Кызыле полным ходом идет переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. По федеральной программе на эти цели выделено немалое количество средств, в том числе из регионального бюджета. На сегодняшний день в Туве уже возведены 14 многоэтажных домов, еще 16 строятся. Подробнее в следующем сюжете. В общей сложности на переселение граждан из ветхого жилья в республике за последние годы направлено более 2,5 миллиардов рублей, из которых более 1,5 миллиардов составляет федеральное финансирование. Такой объем инвестиций в строительство нового жилья позволит республике, в частности Кызылу, полностью ликвидировать жилищный фонд, официально признанный аварийным и подлежащий сносу. По программе переселения с аварийного жилищного фонда данная программа реализуется на территории с 2008 года. Поэтому в течение 9 лет за этот период у нас построено 14 многоквартирных домов. Это в городе Кызыле 6 домов, Шаганаре 2 дома, Чадане 3 дома, Байхаке 2 дома и в поселке ПГТ Кахем, Кызыльская Кожуна 1 дом. На сегодняшний день работа по выбору и оформлению соответствующим образом строительных площадок под многоэтажную застройку уже завершилась. Так, по словам первого заместителя министра строительства республики, к концу текущего года все жильцы аварийных домов будут переселены. В настоящее время строится 16 многоквартирных домов на территории города Кызыла, и в которые будут заселены жители 105 многоквартирных домов, городских жителей, в которых проживает более 2900 человек. Но это общая квадратура, там более 40 тысяч квадратных метров. Ирина Васеньева в свое время получила жилье по адресу Заводская, 28 в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и живет здесь 6 лет. Ее семья с нетерпением ждет, когда же придет их очередь на переселение. Колзан Надежда Васильевна помогла мне приобрести жилье. Вот эту комнату, 11 квадратных метров. По документам я, получила однокомнатную квартиру. Имеется санузел, все условия, кухня, комната как бы для детей. Но проживаю вот в 11 квадратных метров, сплошная комната. Ирина вместе с соседями по дому ждут скорейшего ввода в эксплуатацию новых домов. В зависимости от площади квартир жители переселят в новые дома по улице Упсунурская и Олега Саганола. Так как у меня сейчас 11, сказали, что проекторщики решили нам подарить еще 10 квадратных метров. Сейчас мы получим 22 квадратных метров. Это получается студия. Но не стоит забывать, что строительство домов – трудоемкий процесс. Прежде всего необходимо помнить, что расселение не является способом улучшения жилищных условий. Выделяемая квартира по метражу будет равна той, которая находилась в снесенном доме. Также очередь для всех одна. Программа так составлена, что в каждый дом на определенный адрес. Поэтому с аварийных домов Заводской, то, что вы называли, 14, 28. Также есть дома, адреса Паратурбинная, с разных концов, согласно программе. У нас нет такого, что какой-то дом вперед или какой-то дом, как жители начинают бегать по просьбе, нет такого. Все согласно программе. В настоящее время ликвидировали большинство аварийных домов Кызыла. Так, к осени текущего года более 60% жильцов аварийных домов будут переселены. Кроме того, по планам региональных властей на освободившихся площадках должны будут появиться новые благоустроенные дома, проектирование которых уже идет. Анастасия Маслова, Чинчи Самбугай, Райс-Хвалык, телекомпания «Новый век». Молодежный сквер столицы ждет реконструкция. На прошлой неделе глава Тувы Шалбан Караул принял участие в заседании градостроительного совета города Кызыла. На рассмотрение был выдвинут проект реконструкции молодежного сквера. Следует отметить, что она входит в число 11 общественных пространств столицы, заявленных на участие в государственной программе формирования комфортной городской среды. Инициатором проекта стал Тувинский государственный университет. На территории сквера прошла встреча представителей молодежных организаций с городской властью, где молодые люди представили свои макеты и предложения по обустройству сквера. Общая площадь молодежного сквера 35 тысяч квадратных метров. Он второй по площади из всех зеленых зон Кызыла после национального парка Тувы. Сегодня на территории сквера преобладают деревья семейства ивовых, тополя, которые были посажены еще во времена Тувинской АССР молодежными студенческими отрядами и школьниками. В их честь и был назван сквер молодежным. Они, знаете, садились
несколькими поколениями даже. Вот мы с вами знаем журналиста Виталия Андреевича Шайфуллина, Николая Григорьевича Дубровского, который вот, да, они садили. Но вот где бы я не встречалась, вот у нас идут же сейчас собрания жильцов, да, в многоквартирных домах, это была такая посадка, которая затрагивала всех. Здесь были все школьники. То есть вот, например, во дворе дома по улице Дружба 3 тоже говорят, мы садили, все школы садили. То есть это был сквер, через который прошла вся молодежь города. Сегодня в рамках муниципальной подпрограммы формирования современной городской среды на 2017 год в молодежном сквере ожидаются большие изменения, а именно досадить разные породы деревьев и благоустроить пространство. Шефство над облагораживанием сквера взял на себя Тувинский госуниверситет. Николай Григорьевич Дубровский, который является одним из научных руководителей этого проекта по ландшафтному именно дизайну, он все-таки считает, что инвентаризация нужна, санация. То есть есть тополя, которые уже выжили свой срок, их нужно убрать, а досадить другие разные породы деревьев. И он уже на следующей неделе, насколько я знаю, будут уже направлены бригады студотрядов, чтобы добыть саженцы. То есть это будет и ясь, и рябина, и черемуха. Мнение современной молодежи по облагораживанию сквера представители городской власти выслушали прямо на месте отдыха горожан. Студенты 3-го курса сельхозтехникума представили свой разработанный макет. Он разделен на несколько зон, где центральная часть оформлена в виде фонтана. Проект реконструкции сквера представил и главный архитектор города Кызыла Арлан Дангак. Мы совместно с проектным институтом Тува Граждан проект предложили вот такой вариант развития этого сквера. Предполагается строительство в центральной части диаметром около 30 метров такой общественной площадки, где будет размещена в новогоднюю елку. Также там будут размещены взрослая катушка, детская катушка, а также крытая сцена для проведения каких-то концертов или какой-то самодеятельности в этом месте. Также будет закольцована велодорожка. На встрече могли выступить с идеями не только представители молодежных организаций, но и неравнодушные кызылчане, которые выразили свое видение по облагораживанию пространства. Несмотря на то, что сквер засажен одними тополями, от которых много листьев, много пуха летом, все же это уникальный природный комплекс, так сказать, назовем его так, который в летний период нашего непростого жаркого климата действительно создает определенный уют и представляет собой зону отдыха населения. Это первый важный пункт, который, прежде чем что-то разрушить, нужно сначала это постараться либо сохранить, либо воссоздать. Вопрос реконструкции молодежного сквера поднимался и на градостроительном совете Кызыла с участием главы региона Шалбана Караула, который одобрил идею создания на излюбленном месте отдыха кызылчан ботанического сада или дендрария. Это въездные ворота в республику, да, получается. И здесь вот то, что сверху будет видно, то и будет видно. И первое впечатление оттуда будет складываться. Поэтому в этом отношении все-таки я прошу вас обратить внимание на смысловую нагрузку вот этих слов. Ботанический сад или дендрарий, то есть желательно бы там собрать самое хорошее количество насаждений, которые можно было бы посадить, и попробовать сделать вот тот самый ландшафтный проект. Ландшафтный, здесь не дизайн-проект, а ландшафтный, где какое будет дерево находиться. И каким образом, где какая будет тропинка проходить. После того, как все заявки будут собраны, общественной комиссией Кызыла будет определен план по благоустройству сквера на этот год. Немаловажно, что после его реконструкции там будет вестись экологическое патрулирование. За порядком на благоустроенных территориях будут следить студенты Тувинского государственного университета. Чинчика Шпукол, Буян Аюн, Игорь Стародомов, телекомпания «Новый век». В Туве состоялось первое заседание Совета по содействию развитию конкуренции. Участниками заседания стали руководители органов исполнительной власти
власти Тувы, торгово-промышленной палаты, уполномоченные по правам предпринимателей, руководители территориальных органов федеральной власти и представители других неправительственных организаций. Министерство экономики республики представили доклад о стандартах развития конкуренции, подходах по их внедрению, прежде всего на социально значимых рынках. Речь идет о рынках услуг дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования детей, медицинских услуг, услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, перевозок пассажиров наземным транспортом, связи, социального обслуживания населения. Члены Совета решили в ближайшее время разработать план мероприятий. В дорожной карте будут намечены целевые показатели, которые необходимо достичь за определенный период. Работа по развитию конкуренции будет проводиться в постоянном режиме, сообщает Министерство экономики Тувы. Федеральная антимонопольная служба работает над системой расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены, что может стимулировать аптеки к возвращению в продажу недорогих лекарств. Об этом сообщает газета «Ведомости». Отпускная цена на лекарства складывается из зарегистрированной в Минздраве по согласованию с ФАС стоимости и региональной надбавки, которая устанавливается в процентах для каждой из трех ценовых групп – до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, от 500 рублей и выше. Из-за процентной надбавки аптеки сейчас не заинтересованы в реализации дешевых лекарств. ФАС исполняет поручение правительства проработать систему, где надбавки на жизненно важные лекарства будут устанавливаться в рублях, а не в процентах от цены. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 25 копеек, а евро 59 рублей 84 копейки. Далее небольшой блок рекламы, не переключайтесь. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Электрический чайник Bosch объемом 1,7 литра всего за 1290 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Пластиковые окна всем 2,47,47. Город окон. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94. Район аптека управления. 923 384 38 78. В эфире новости. Мы продолжаем. В Кызыле начали устанавливать пешеходное ограждение. Среди обычных ограждений вдоль обочины есть и удерживающие. Кроме того, на 6 участках проезжей части скоро появятся дорожные знаки, выполненные по инновационным решениям. Где они будут установлены, выясняла наша съемочная группа. В этом году Кызыл попал в федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения. Инициаторами заявки стали Министерство дорожного транспорта Тувы и мэрия Кызыла. Под реализацию программы вошли 8 объектов проезжей части. Это нерегулируемые пешеходные переходы возле садиков и школ города и на пересечении улиц Московской и Кочелола, а также Кочетова и Чехова. Главная цель установки ограждения – это обезопасить пешеходов и других участников дорожного движения от ДТП, так как перелезть высокие ограждения, перебежавшим дорогу горе-пешеходам, не положено месте затруднительно, а пройти сквозь них под силу не каждому. Эти пешеходные ограждения способны удержать транспортное средство в случае ДТП, тем самым обеспечивают безопасность пешеходов, которые находятся в пешеходной зоне, и других участников дорожного движения. Эскиз и место установки пешеходных ограждений рассматривала комиссия по безопасности дорожного движения в Москве. Инновационные дорожные знаки пока только в пути в Кызыл. Возле школ и садиков установят светофоры Т7 с желтым миганием, дорожные знаки на желто-зеленом фоне и пластиковая разметка на асфальте. Будут установлены и обычные ограждения. Их изготавливает и устанавливает МУП Дортехсервис. Работы выполнялись подрядной организацией пешеходным ограждением ООО «ПИК», находящейся в Нижнем Новгороде. Но при субподрядных работах участвовало предприятие, непосредственно которые изготавливали и устанавливали данное ограждение ООО «Вариант» 3 девятки города Красноярска. Реализация инновационных решений на 6 объектах будет подрядной организации ООО «Вектор», находящейся в городе Оренбург. Но нам удалось заключить контракт субподряда на выполнение этих работ. МУП Дортехсервис
Срок выполнения этих работ до июля месяца. За 3 месяца по вине пешеходов зарегистрировано 28 ДТП, в которых 9 человек погибли и 22 получили ранения. Основная причина аварий – переход проезжей части в неустановленном месте пешеходами. Удерживающие ограждения должны снизить эту печальную статистику. Инспекторы ГИБДД напоминают участникам дорожного движения быть предельно внимательными. Ведь если лезть на рожон, никакие удерживающие и инновационные ограждения не спасут жизнь. Диана Баймбус, Эрис Ховалык, телекомпания «Новый век». В Кызыле уже начали готовиться к празднику Великой Победы. Сегодня в центре города на несколько часов было перекрыто движение на улице Ленина. Там прошла репетиция парада. Военные, сотрудники МЧС, кадеты и другие участники торжественного шествия оттачивали мастерство и вместе репетировали построение. Футболисты Тувинского кадетского корпуса интерната выиграли путевку в Сочи. В Новосибирске прошел финал открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В нем приняли участие представители 9 регионов Сибири. Первое место среди команд старшей возрастной группы заняли воспитанники республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». Среди младших команд золотые медали забрал Красноярский детский дом номер 1. Эти команды отправятся в Сочи представлять Сибирь на финале турнира «Будущее зависит от тебя». Там главным призом будет поездка в Лондон. Сегодня на радиостанции «Голос Азии» вновь прошел радиоквест «Замес майонез». Слушатели с восторгом встретили нового партнера – гостиничный комплекс «Буян-Бадыргы». В прямом эфире радио вновь прозвучала загадка, которую слушателям предстояло отгадать и приехать на зашифрованное место первыми. В искомой точке победителя ждал приз от партнера – сертификат от ресторана «Буян-Бадыргы» на Московской 1. Постоянный слушатель «Голоса Азии» Саян первым расшифровал стихотворное послание и определил, что вкусный приз спрятали в самом ресторане «Буян-Бадыргы». Теперь ему остается только определиться с тем, кто составит ему компанию, ведь сертификат на ужин на двоих. Замес майонез. Ага, вот ваши сертификаты. Напомню, что радиоквесты на «Голос Азии» можно услышать по будням в 13 часов на 102,5 FM или в их группе ВКонтакте «Радио Тувы. Голос Азии». А теперь о погоде. В Кызыле ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью -1 +3, днем +5 +10. Ветер от 3 до 4 метров в секунду, атмосферное давление 707 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода пасмурная, дождь. Температура воздуха утром +5 градусов, днем +9 +14. В Марадане пасмурная, дождь. Температура воздуха утром +5 градусов, днем +9 +13. На Полке погода пасмурная, дождь, ветра нет. Температура воздуха утром +3 градуса, днем +1 +6. В Танзыбе пасмурно, временами дождь. Температура воздуха утром +5 градусов, днем +2 +7. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный. На этом выпуск новостей подошел к концу. Посмотреть его также можно на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Передаю слово моей коллеге Анастасии Масловой. Далее в эфире программа «Патруль». До свидания.